и хорошее настроение, несмотря на пасмурную погоду, сопровождают сегодняшнее открытие административного здания филиала РТРС. В торжественной церемонии открытия принимает участие руководство РТРС и директора всех филиалов СКФО. Присутствующим обратился первый вице-премьер правительства Михаил Элезов. Он поблагодарил всех гостей за то, что они приняли участие в этом торжестве и зачитал приветственно адрес главы Ингушетии. Месяц назад Ингушетия вместе со всей Россией завершила перевод телевидения на цифровую технологию. Отключение аналоговых передатчиков стало финальным аккордом этого проекта. Цифровизация телевидения открыла горизонты для дальнейшего построения цифровой экономики. Заложен прочный фундамент для новых проектов, которые будут реализованы совсем скоро. По словам генерального директора РТРС Андрея Романченко, решение о строительстве собственного здания было принято по причине того, что филиал арендовал рабочие помещения. Им были даны соответствующие поручения по подготовке проектно-сметной документации. И вот спустя 10 месяцев новое собственное административное здание готово принять своих сотрудников. В ходе реализации федеральной целевой программы с 10 по 18 год мы построили на территории Ингушетии 15 башен, которые сейчас доносят до каждого жителя республики 20 каналов в прекрасном цифровом качестве и со стереозвуком. Здание, которое мы построили, мы тоже старались как-то соблюсти ингушские традиции, потому что, насколько мне рассказывали, башня считалась успешно построенной, если ее строительство завершалось в течение года. Мы построили это здание за 10 месяцев, так что мы доказали приверженность ингушским традициям. И вот наступил торжественный момент – перерезания красной ленточки. Позже гости направились в здание для более внимательного его осмотра. Большое просторное трехэтажное здание отвечает всем современным стандартам. Здесь около 40 кабинетов, рассчитанных на столько же рабочих мест. Площадь здания около 1000 квадратных метров. На той неделе уже они все переезжают, я-то уже здесь. На конце ноября вы все переезжаете? Да, нам уже все, мы практически только перевести свою технику, настроить ее. О долговечности, если говорить, это здание из монолитного железобетонного каркаса. Долговечность, на века, как говорится. С открытием нового здания и новые возможности 21 ноября национальное телевидение Ингушетия будет 5 часов вещать в цифровом формате на телеканале ОТР. На вопросы журналистов ответили почетные гости. Мы сейчас отдельно встретимся с ГТРК и НТРК, посмотрим, как мы эту работу будем выстраивать. Посмотрим, какие часы мы будем встраиваться в этот промежуток времени. И в любом случае мы воспользуемся этим моментом и в любом случае будем работать. Дальше у нас есть планы дальнейшей работы с РТРС, с филиалом. Я надеюсь, что у нас там все выстроится и в рамках цифровой экономики, то, что сказал Андрей Юрьевич, мы планируем совместную работу. Знаете, по республике Ингушетия переход с аналогового вещания на цифру прошел достаточно гладко. Была проведена достаточно серьезная работа. Она заключалась и в информационно-разъяснительной кампании, и в создании групп волонтеров, и в выделении администрации Республики Ингушетия определенных средств на компенсацию затрат социально необеспеченным слоям населения. Так что можно сказать, что переход на цифру прошел достаточно гладко. Собравшиеся гости отметили, что разделяют радость своих коллег. Как оказалось, немногие регионы могут похвастаться таким административным зданием, как в Ингушетии. Наша РТРС получила еще одно здание, в том числе и на Северокавказском регионе, действительно соответствующее всем требованиям. И действительно можно позавидовать по-хорошему. Как отмечает директор филиала по Ингушетии Руслан Булгучев, они с аналогового вещания успешно перешли на цифровое. Теперь перед собой ставят новые цели и задачи. Весь АУП, бухгалтерия, экономисты, юристы, главный энергетик и так далее, все службы здесь, лаборатория. Здесь остались только цех, Назрановский цех. У них и оборудование здесь стоит, и помещения нужны были, поэтому мы часть помещений оставили для них именно. Региональные в Брестске готовы новые места? Оборудование уже привезли, уже смонтировано оборудование. Сейчас идет подготовка самого контакта для того, чтобы выстроить все правильно. Светлана Томова, Магомед Белакиев, Новости 24.